Так, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Добрый день, 16:19 время по Берлину, друзья, 17:19 время по Джохару. Я вас всех сердечно приветствую. Сегодня 27 марта 2024 года. Меня зовут Аслан Арцуев. Мы на канале в YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. У нас прямые эфиры идут на двух каналах, друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал Аслан Арцуев «Атака на Крокус». Спор между ФСБ и Украиной достигает пика. Лайв, март 27 2024 года. И перед тем, как начать обсуждать нашу основную тему, я по традиции хочу вам рассказать о успехах Генерального штаба Вооруженных сил Украины на полях сражений. Итак, за прошедшие сутки уничтожено террористов, пришедших на украинскую землю, 1030 бандитов, 11 танков, 9 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 1 антиаэркрафт, 25 БПЛА, 1 крылатая ракета, 41 автомобильная техника и цистерна и 5 спецтехник. То есть за прошедшие сутки уничтожено и ранено 1030 бандитов. 1030 бандитов. Это, в принципе, это средняя цифра, которая в последнее время происходит с потерями. Так, друзья, демократ Машфаоль, приветствую. Так, добро с кулаками. Шамиль Басаев был агентом ГРУ, говорит. Нет, конечно, добро с кулаками. Конечно, не был Шамиль Басаев агентом ГРУ. И что это за такой агент, которого потом их убивают? Скажите, есть такие агенты, которых отправляют много-много лет? У него за один день 14 членов семьи убивают, женщин, детей в основном. Он продолжает служить, да, русне. Нет, конечно, Шамиль Басаев не был агентом ГРУ, хотя нам пытаются постоянно для того, чтобы дискредитировать его заслуги, для того, чтобы принизить его, для того, чтобы он не стал героем в истории чеченского народа. Нам пытаются и Дудаева, и про меня говорят, хоть я не достиг уровня ни Басаева, ни Дудаева, но могу сказать, что ваш покорный слуга тоже очень часто обвиняется якобы заслуженными ичкерийцами в лице Ахмеда Закаева, его окружения, которые пишут на меня заявление, что я агент ФСБ, засланный сюда и так далее, для того, чтобы уничтожить меня, понимаете, чтобы меня выдали России, и там, конечно же, меня Россия уничтожит. И вот, да, это есть такое. А Хаттаб почему говорил, что дома будут взрываться? Он знал что-то? Я не знаю, о чем вы говорите, что Хаттаб говорил, дома будут взрываться и так далее. Я знаю такую информацию, что мы все знаем информацию, что Хаттаб не убивал ни Басаев, ни Хаттаб не убивал мирных людей и не взрывал никогда мирных людей. Они были воинами. Это не КГБшные садисты и мерзавцы. Это были воины, которые воевали только против комбатантов. Никогда они не расстреливали безоружных, не расстреливали женщин, детей. Как-то так. Хотя никогда сказать это будет. Женщин, детей они никогда не расстреливали. Но и в Буденновске, и в школе Беслана их люди расстреляли мужчин. После того, как русские сказали, что будут вести переговоры, что дадут там еду для заложников и так далее. И потом
открыли огонь и убили несколько их бойцов, тогда они вывели просто 5 человек или 10 человек, тогда расстреляли. Мужчин. Мужчин. Это вот такие эпизоды, вероятно, были. А чтобы убивали женщин, детей, это обман, это ложь. Дома взрывали, Патрушев путает. Да, да. Ты был там, говорит Биноев. Где там? Где там? Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Так. Ну, друзья, ты был там на войне? Да, конечно, я был на войне, Биноев. А ты где был? Ты был на войне, да? Конечно, я был на войне. Первый дом взорвали в Каспийске в 96 году. Ну да, были теракты, много было терактов, да, я с вами согласен. Так, друзья, смотрите, я хотел, почему я сегодняшний свой стрим назвал спор «Атака на Крокус», спор между ФСБ и Украиной достигает пика. Я долго думал над вот этой маниакальной настойчивости Путина, Патрушева и Бортникова. Это самые главные террористы в фашистской России, которые утверждают, что за атакой на Крокус стоят украинские спецслужбы. Бортников договорился, что за этим стоит и США, и Великобритания. Перед тем, как вообще начать наш стрим, я бы хотел сразу расставить точки над и объяснить, что террористическое учреждение ФСБ, которое на протяжении всей своей истории занималось террором как в отношении чужих народов, так и в отношении своих народов, которые находились как в Советском Союзе, так и в так называемой демократической нынешней Российской так называемой Федерации. Возведен террор в ранг государственной политики. Это стопроцентный факт, который, как и аксиома, не требует доказательств. Это не преувеличение, мы все это уже давно знаем. Наконец-то весь мир поверил теперь и чеченцам, и все это известно. Но почему вот эта версия, которую я не придавал все свои предыдущие стримы особого значения, хотя иногда упоминал, что Россия обвиняет Украину в том, что это она совершила, что она стоит за этими террористическими актами. И вот давайте сегодня на эту тему поговорим. Я хочу развеять миф, что за этим стоит Украина. Опять же, и мы должны понимать, что за их словами президента, главаря Совета Безопасности, директора ФСБ, да, самые главные лица в этой фашистской России, которые настаивают на том, что за этим стоит Украина. Они уничтожают вот этих таджиков, их полностью уничтожили, сломали, режут на куски. Там проходила информация, что уже один погиб из этих подозреваемых вот этих таджиков. И все равно Россия настаивает на том, что за этим ИГИЛом стоит Украина. И вот знаете, что я подумал? Дело в том, что еще в 17 году, давайте еще назад немножко вернемся, дело в том, что Ахмед Закаев, который сейчас очень принимается и очень дружен с Кириллом Будановым, в 17 году начал с демократических рельс, как будто по приказу, переходить на религиозные рельсы. Дело в том, что когда Дока Умаров в 2007 году объявлял об Имарате Кавказ, Ахмед Закаев выступал в роли демократа и осуждал вот эти заявления Доки Умарова, что мы демократы, мы должны стоять на Конституции, там, 3-10.
Но прошло 10 лет, и в 2017 году тот самый, кто обвинял Доку в работе на российские спецслужбы за то, что тот объявил Имарат Кавказ, за то, что тот якобы продал, Доку Умаров продал за $500 миллионов чеченскую независимость, чеченскую демократическую конституцию и так далее, каким-то образом Ахмед Закаев стал возвращаться к конституции 2002 года, это в 2017. Он начал собирать вокруг себя разных там радикальных товарищей, как будто все это было по приказу. Это бы в 2017 году начало происходить. Сейчас вокруг Ахмеда Закаева там есть такие товарищи, которые постоянно там на эту религиозную тему говорят, которые призывали чеченцев воевать в Сирии. Это Кавказ-центр, это те люди, которые сотрудничали с Кавказ-центром. Это Кавказ-центр, кто, если не знает, напоминаю, это русскоговорящее турецкое издание, которая позиционирует себя на освещает чеченские и кавказские события. И сейчас на территории Украины я не понимаю, что делает Ахмед Закаев. Вы сейчас поймете, к чему я все это рассказываю. Дело в том, что нам усиленно пытаются рассказать, что российская сторона, что за этим террористическим актом стоит ИГИЛ, а ИГИЛ курирует Украина. И Бортников нам вчера рассказал, что как только вот эти террористы, подозреваемые, вот эти таджики, должны были пересечь границу Украины, их там должны были встречать как героев. Я полагаю, друзья, я очень не хотел бы, чтобы это были связаны никак с чеченцами, вот эти люди, но я полагаю, что сейчас в Украине может быть объявиться какой-нибудь деятель, который скажет, что да, это они организовали этот террористический акт и так далее, и так далее. Помните, как Пономарев, тот самый бывший депутат Пономарев, заявлял нам, что убийство Дарьи Дугиной – это исполнение воли Владимира Зеленского, которому не нужны слова, а нужны действия. То есть убийство некомбатанта он фактически хотел привязать к тому, что это нужно Зеленскому. Я об этом тогда делал ролик и быстро все это распространял на эту тему, чтобы быстро сбить эту волну. Тут важно бывает, что быстро предугадать их шаги и поставить заслон. Не знаю, насколько тогда украинская сторона обратила на то, что я делаю внимание, но, по-моему, российская сторона обратила, и потом это быстро замяли, этот разговор. И больше никто Зеленского в убийстве журналистки, хоть и пропагандистки, но не комбатанта. Нельзя убивать журналистов. Это расценивается как терроризм. И вот сейчас у меня есть очень, без сомнения, за террористическим актом, который произошел в Крокус-Сити Холл, стоят российские спецслужбы, которые совместно с ИГИЛ, которые знали, что ИГИЛ это делает, которые помогали этому ИГИЛ, дали ему выйти из этого здания, уйти из этого здания, дали им уйти в направлении Украины, и после этого как бы задержали. И сейчас усиленно, упорно настаивают на том, что за этим террористическим актом стоит Украина. Поэтому это очень нам сейчас важно сейчас обсудить это все. Нам нужно разобраться, как это так получается, что сейчас, может быть, Украина будет обвинена в этом. Украине это в начале и в других своих стримах ранее я говорил, что Украине это, меньше всего, кому это нужно, так это Украине. Украина получает такую колоссальную поддержку и помощь, которую никогда никто, наверное, не получал. Вот до того так все хорошо у Украины в военном плане, в поддержке, в политическом, информационном, разведывательном плане. И вот нам важно, чтобы эта поддержка продолжалась, и чтобы никто не обвинил Украину вот в этих страшных преступлениях, в которых ее хотят
обвинить. Так, давайте обсудим эти вопросы, и эти, и другие вопросы, друзья. Так. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Шамиль. Питер Вольф, алейкум салам. Приветствую. Очень здраво рассуждаете, как я понимаю. Да, спасибо. Алейкум ассалам. Сейчас читал про Крокус Сити Холл. Крокус его был застрахован от террористического акта, выплата 20 миллиардов. Ну, может быть. Ты знаешь, что... Так, союзники Ичкерии это США, Великобритания, Израиль. Да. Вітаю всіх вільних людей. Вітаю, Сиган, вітаю. Когда отменят мораторий на смертную казнь и объявят мобилизацию, вот тогда российский народ поймет, в чем дело. Политический прогнозер. Ну, смотрите, мобилизация, она идет. Она, как бы, сейчас будет весенний призыв, все призывники тоже будут отправляться на войну. Также мобилизация, она не прекращалась. В связи с тем, что большой ажиотаж, большое внимание получило то, что мы все предсказываем, что будет мобилизация, может быть, немножко это спущено на тормозах, может быть, чтобы не так сильно привлекать внимание. Опять же, про отмену моратория на смертную казнь, тоже очень важный момент. Знаете, давно мы об этом говорили, все наши зрители знают, что мы давно, несколько лет говорим, что будут отменять мораторий на смертную казнь. И этого и достаточно одного росчерка пера Путина, президента, чтобы отменить мораторий на смертную казнь и ввести на законных основаниях расстрелы. Но дело в том, что Путин всегда подставляет других людей, чтобы завтра его нельзя было в чем-то обвинить. И поэтому... я слишком хорошо думал, даже я думал слишком хорошо о Путине, что он сам лично это сделает и так далее. Нет, он, по всей видимости, он не собирается это делать сам. И еще выгодно, еще им необходимо поменять Конституцию. И вот сейчас он хочет сделать не что он подписал отмену моратория на смертную казнь, и что по его вине потом были расстреляны сотни тысяч или миллионы людей, а это обязательно будет, если это так будет продолжаться в этом же направлении, если россияне, русские не поднимутся, сотни тысяч и миллионы людей будут расстреляны в русских концлагерях, русских гулагах, которые вот сейчас будут с новой силой пополняться разными несогласными и теми, кто может якобы представлять угрозу для режима. И для того, чтобы не он это подписал, и воспользовавшись еще тем, что Конституцию нужно поменять, будет происходить путем замены Конституции, где можно будет расстреливать людей. Понимаете? И, опять снова трусливо, ничего на себя не беря, Путин решил вводить вот эту смертную казнь. И она, конечно, будет вводиться. Она будет вводиться, людей будут расстреливать на законных основаниях, по решению тройки, как это у них было принято, как это они любят. Будут расстреливать людей. К большому сожалению, все идет к этому. Все к этому. Уже подошло к этому. Уже никуда от этого не деться. Да, Люзель Денис, дуэль дедик, машёвель. Как-то так, друзья. И... мобилизация будет продолжена, и знаете, всегда, когда российские спецслужбы проводят террористические акты против своего народа, всегда преследуется не одна цель, а несколько. Вот одна из этих целей, это мораторий, отмена моратория на смертную казнь. Мы видим, что вот сейчас об этом активно заговорили. Может быть, если мы слишком много будем об этом говорить, они опять немножко отложат. Знаете, дело в том, что в отличие от предыдущих режимов, нынешний КГБшный, путинско-патрушевский вот этот режим,
он не доктринальный, он творческий подход они всегда используют. Они не идут на обострение, они не делают того, что от них ждут. Всегда пытаются всегда смотреть за общественным мнением. И если проходит какая-то утечка информации, всегда что сделать так, что от них не ждут. Но первое, отмена моратория на смертную казнь, это произойдет рано или поздно. Если это не произойдет через неделю или месяц, то в ближайшем будущем это точно произойдет. Мобилизация, она продолжится с новой силой. Людей будут забирать на войну, потому что мясо нужно. Это просто необходимо. И один из важных признаков, это обвинить Украину, потому что вот этот момент обвинения Украины в том, что это она совершила вот этот ужасный террористический акт, вот этот момент я лично, поскольку его допускал, так как они так маниакально об этом говорят, я считаю, что у них есть еще какие-то доказательства, которые будут подтверждать, что Украина связана с этим террористическим актом. И я бы хотел вам рассказать одну историю, связанную вот с чеченским сопротивлением, с чеченцами. Дело в том, что в 96 году, это можно прочитать в Википедии, можно прочитать в интернете, давайте. Хочу вам рассказать, чтобы немножко с датами, с числами, так как у нас все под запись, и все должно быть все серьезно. Дело в том, что в 96 году, в апреле месяце, чеченский боец Салаудин Тимирбулатов, которого российские средства массовой информации пренебрежительно, оскорбительно обозвали трактористом, и который в данный момент отбывает пожизненное лишение свободы в российской тюрьме, совершил убийство российского военнопленного. 11 апреля 1996 года Тимирбулатов и несколько членов его формирования вызвались провести показательное убийство захваченных в плен во время нападения банды Ахмеда Закаева на их подразделение на автодороге Атаги-Гойская. 4 российских солдат: старшего сержанта Эдуарда Федоткова, младшего сержанта Павла Шаронова, рядовых Сергея Митряева и Алексея Щербатых. Пленных вывезли на высотку Сураты в 5 километрах от села Комсомольское. Первый был там казнен, второй был казнен и так далее. Эти люди были казнены. Дело в том, что Тимирбулатов первоначально служил в так называемом Шатойском полку под командованием Белоева. Вскоре Тимирбулатов, получивший кличку тракторист за свое прошлое, это российские средства массовой пропаганды его так обозвали, был назначен командиром над вооруженным формированием из нескольких десятков боевиков. С тех пор банда тракториста стала принимать участие в нападении на федеральные войска. Это интерпретация и слог российской пропаганды. Я вам расскажу, как было на самом деле. Тимирбулатов состоял в группе Гилаева под названием Борз. Волк, значит. И это было самое элитное подразделение, самое боеспособное и самое результативное чеченское подразделение, которое возглавлял Руслан Гилаев. И это были, знаете, наши образцовые такие бойцы, которые соблюдали международное право, которые соблюдали правила и обычаи войны. А у нас, у чеченцев, всегда с любым врагом мы соблюдаем. Это русские с нами не соблюдают. Мы всегда соблюдали. И вот произошел вот такой вот случай. Ахмед Закаев, как тут указано, сообщил, что едет 2 грузовика, на которых снаряды и боекомплекты разные там есть. Это были ракеты для вертолетов. Вот видели вот этот круглый барабан, в который вставляются ракеты. В принципе, для нас они особо толка не представляют.
так как у нас нет вертолетов. Но можно было там в трубу засовывать и стрелять, хоть какой-то шум производить. Но особой пользы такого большого такого а, трофея, полезного, там, нужного, такого, мы не ощутили от этого. Ну, Ахмед Закаев сообщил информацию, что едет вот эти две машины. Как удалось Ахмед Закаеву узнать, что едут вот эти две машины, остается загадкой. Ну, то, что 4 человека, вот этих, которых я вам сейчас перечислил, 4 россиянина, которые ехали, те 4 оккупанта русских, они были вдрызг пьяные. Они не соображали, когда их задержали. Ахмед Закаев дал на них наколку, их задержали наши бойцы. И они были просто мертвецки пьяны. Их доставили в расположение, и грузовики их сразу разгрузили, там все, куда нужно, разобрали. И, по идее, их, ну, это пленные, все, их, может, пинка им там отвесили, все, никаких ушей отрезать, там, привязывать там электричество разным частям тела и пытать, ничего подобного близко не было. Но была такая ситуация, что за день до этого та наша образцовая суперэлитная группа Борз, которая за день до этого принимала участие, она все время принимала в тяжелейших боях участие, но за день до этого понесла потери. Был убит брат Доки Умарова, Дока Умаров тоже входил в эту группу Борз на тот период, и люди находились взведенные в состоянии аффекта. Очень в таком тяжелом состоянии находились люди. И вот им привозят 4 людей, 4 оккупантов, и откуда-то быстро появляется видеокамера. Им предлагают казнить этих людей. В казни принимают участие 3 или 4 бойцов из этого Борз. Все, больше там никого из Борз нет. Только есть вот эти 4 человека и оператор, который снимает. Или 3 человека, кто казнит, и оператор. По-моему, так. Эта запись гуляла, она стала таким достоянием общественности и так далее, и так далее. Как сейчас гуляет запись вот, расстрела в Крокус-Сити Холл. Они казнят этих 4 оккупантов, и в это время, потом уже со слов очевидцев, я знаю, об этом узнает их командир Руслан Гилаев. Он немедленно выдвигается на эту базу, на это место, где произошло это убийство. Это преступление, страшное преступление, которое очень дорого обошлось чеченскому сопротивлению. Лично Дудаеву это стоило репутационных очень больших потерь. И это была очень большая, подлая провокация против чеченцев. Приезжает туда Руслан Гилаев. И Руслан Гилаев спрашивает, он говорит, во-первых, расстрелять вот этих 4, или 3 там были, и кто снимал. Кто снимал, скрывается с места, кто снимал, и кассета остается. И Руслан Гилаев реально хочет расстрелять этих людей, так как они совершили преступление, и они являются агентами российских спецслужб. Потому что по-другому это объяснить никак нельзя. Но люди взведены, они в состоянии очень возбуждены, в состоянии аффекта, у них были потери, они ранены, уставшие. Вчера они в тяжелейших боях только освободились, вышли на отдых, и тут им привозят 4 русских оккупантов. В итоге кассету Руслан Гилаев уничтожает, рвет эту кассету, которая осталась. Это запись, которая была сделана. Те клянутся, божатся, что они не работают на российские спецслужбы, что вот так служилось там, 3-10. Оператор, который снимал, быстренько покидает пределы Чеченской Республики Ичкерия. И через какое-то, вроде бы все забылось, все произошло, забудьте, все, не было этого, забудьте. Вроде бы так все. Никого не расстреливают, конечно же, так как не докажешь, да, и что они работают на российские спецслужбы. Но через какое-то время запись всплывает
копия записи всплывает на рынке в Грозном. И получается, это все становится достоянием общественности. Эта кассета, ее копия, которую удалось каким-то образом вывести, всплывает на рынке в Грозном, где, помните, вот эти большие кассеты, тогда камеры были вот такие огромные, на плечи клались. Это не сейчас как телефон, поэтому камера там не случайно появилась. Задержание, вдрызг пьяных, чтобы в живых их взять без сопротивления вот этих 4 русских оккупантов. Тоже, на мой взгляд, это тоже не случайно. И после того, как вроде бы запись уничтожена, кто-то специально сохраняет эту запись, делает копию этой записи каким-то образом. Есть, говорят, такие камеры, которые автоматически записывают сразу 2 копии, на случай, если изымут эту, чтобы осталась другая. И эта запись всплывает на рынке города Грозного. С этой видеозаписью казни вот этих 4 русских оккупантов Ельцин, российские спецслужбы, министр иностранных дел России, весь мир просто объезжают, всем показывают, всем тычат носом. Смотрите, как чеченцы убивают, как они казнят пленных. Это только то, что запечатлили, а представьте, чего нет. Да, еще на видеозаписи. Это то, что они снимают и показывают. Таким образом наносится колоссальнейший удар по Джохару Дудаеву. 11 апреля происходит вот это самое событие. И буквально через 2 недели Джохар Дудаев погибает. В 1996 году, 23 апреля, погибает Джохар Дудаев. Таким образом, чеченское сопротивление дискредитируется, Джохар Дудаев убивается, все, его нет, и это наносится колоссальнейший удар по чеченскому сопротивлению. И сейчас я вижу, что такие же события неоднократно я предсказывал, я предотвращал. Не знаю, насколько украинская сторона обращала на это внимание, когда азовцев сожгли, помните, это патрушевцы сделали, люди Патрушева, это сделало ФСБ, когда они сожгли азовцев, пленных азовцев из Азовстали и из Мариуполя, которые были тогда пленены. И затем нужно было брать чеченцев, пророссийских чеченцев, проживающих в Украине, в плен для обмена на этих людей. Этим занимался Фейкин, об этом Фейкин там нам всем рассказывал. Это я у себя в стримах и в прошлых стримах вам рассказывал, друзья. Короче говоря, вот эти все события по дискредитации, как убийство Дугиной, которую нам Пономарев рассказывал, что это чуть ли он заказал, он сделал по просьбе Зеленского, прямо он об этом говорил. Это, конечно же, очень удручает. Это жаль, что нас не слышат до конца в Украине. Жаль, что воротят нос от нас, пытаясь там какие-то свои игры играть. Но вот эта дискредитация и удар по репутации Украине очень дорого может обойтись Украине. Очень дорого. Если сейчас объявится какой-нибудь Ахмед Закаев или человек рядом с Ахмедом Закаевым, может быть, это может чеченец быть, это может быть дагестанец, это любой другой национальности, какой-нибудь мусульманин, который находится на территории Украины, который скажет или каким-то боком, каким-то образом, я не знаю, что сейчас выкинут ФСБшники, но они могут сказать, видеозапись может быть, признание этого человека может быть. Да, это я отправлял для того, чтобы совершить нападение там на Крокус-Сити, это были мои люди. Может быть, появится такая вот запись таких людей. А может быть, кстати, они сейчас вырежут, что я так говорю, и скажут, что это я, кстати говоря, делаю. Поэтому вот эти вещи мы, как люди опытные, которые все это видели, пережили, испытали на себе все прелести российских спецмероприятий. Поэтому вот хочется сейчас же донести до вас эту информацию, чтобы вы понимали, что
российские террористические спецслужбы делают все возможное, чтобы обвинить в этом Зеленского и ЗСУ, Украину, чтобы весь мир отвернулся от вас. Потому что мир уже не так однозначно поддерживает, устали. Агентура здесь очень сильно работает, российская агентура, плюс здесь борьба за власть. Да, есть люди, которые хотели бы тоже здесь и в Европе, и тут, в частности, в Германии прийти к власти, сместить там антипутинских, и в этом им Россия усиленно помогает. Сейчас, если начнется террор ИГИЛ в Европе, обратите внимание, как это вообще нужно исходить из того, что у учреждения ФСБ разгон бывает всегда на рубль. Слава богу, там удар на копейку, но разгон очень мощный. И слава богу, что есть силы, и в первую очередь это Соединенные Штаты и Великобритания, вместе теперь с Украиной и Ичкерией, которые препятствуют этому нашим опытом, в первую очередь чеченским опытом. Это тоже очень важно, между прочим. И вероятно, может развиваться событие, что сейчас ИГИЛ начнет атаку на Францию, на Германию, на еще какие-то там страны, и потом окажется, что ведь самое большое зло это же оказалось ИГИЛ, а не Россия. Понимаете, что радикальные мусульмане, исламисты, это есть самое большое зло, а не Путин и Патрушев. Вот так это может представляться для Запада. И когда здесь начнется массовый террор, а он начнется не только в России, он здесь в Европе может еще начаться, в ближайшие дни и недели. Ближайшие дни и недели. Это может выглядеть так, что народы, люди, которые здесь проживают в Европе, они могут сказать: эй, хватит своей власти, вы тут обвиняете Путина, которого эти радикальные исламисты убивают невинных русских людей. А это делает, оказывается, Украина вместе с Великобританией, США и с ИГИЛом. Понимаете? И вот их масштаб, он может быть как нападение на Украину, чтобы стать неодворянами и объявить монархию в России. Нападение 7 октября на Израиль, чтобы разжечь мировой пожар революции, чтобы мировой пожар террора по всему миру, исламского, мусульманского террора разжечь. Вот все вот ложится в эту канву, что они сейчас хотят очень сильно дискредитировать Украину, чтобы сразу же от нее, это задача просто жизненно важная для Путина и для ФСБ, чтобы Украину захватить, а ее захватить можно только если ей не будут помогать, если ей Запад, мир не будет помогать. Они помогать ей перестанут, если же на западных странах общественность будет убеждена, что Украина является террористическим образованием, которое сотрудничает с ИГИЛ. И вот эти события я хотел с вами поделиться и хотел с вами вот на эту тему сегодня поговорить. Давайте это все обсудим. Ну что, да, saya öyle pederek. Dediniz tam doin 95 dakika духовик. 95. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Давайте обсудим то, что я вам говорю. Так. Салам, салам, всем салам.
Я перемотаю. Ну, я смотрю, тролли у нас тут активизировались. Это говорит о том, что мы в правильном направлении работаем. Нохчи регионе Яс нохчи 95. Şu нохчи регионе Гаск ел номер тюрьмачу зоня номер мутуон. Иш номер он елек да хорезу боа и бог дуис. Қитеа. Цундела даяқ духуа гүшяцо. Şu нохчи регионе из Гаск регионе. Так. Миром править деньги. Я смотрю, вы тут активизируетесь. Так. Асан, сегодня в Дагестане пособника задержали, который был причастен к нападению на нас русских каких-то десантников. Почему ему столько времени разрешили быть на свободе? Ну, пособника можно называть только бандита. Соратника Басаева задержали. Это другой разговор. Почему ему разрешали быть на свободе? Ну, значит, они не могли установить, пока кто-то не стуканул. Он жил, видимо, под поддельными документами и так далее. А потом кто-то стуканул, его определили, нашли. Вот, наверное, так. Так. Крокус-Сити – это спектакль ФСБ, как и Рязанский сахар. Лучше осудите отрезание ушей таджикам, как было с нами, чеченцами, и осудите ксенофобию РФ. Да, совершенно верно. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Атака на Крокус-Сити, атака на россиян, на русских – это дело рук российских спецслужб, которые по закону должны бы якобы их охранять. А на самом деле они их уничтожают. Так. Нельзя быть за независимую Ичкерию и одновременно поддерживать империалистов Запада. Очень даже можно, я тебе скажу. Во-первых, я не поддерживаю империалистов Запада, я поддерживаю Соединенные Штаты в первую очередь. И западный путь развития для своего народа и государства, потому что это единственный выход из сложившейся ситуации. И в соответствии с этим принимал решение наш первый президент и его соратники, когда выбирали вектор развития для нашего народа. Поэтому это очень даже правильное решение, и мне кажется, это то, что приведет наш чеченский народ к свободе, к процветанию, к благоденствию, к демократии, к правам человека и справедливости, что так долго, к чему так долго идет чеченский народ. Нисколько в этом не сомневаюсь, так и будет. С тобой бы поступили, как и с Хангашвили, если бы ты что-то из себя представлял. Муртало, или Мурдало, или Мудало, не знаю, как тебя там. Ну, я думаю, что еще не вечер, попытки у вас есть, поэтому дерзайте, дерзайте, может получится, да. Постанова КГБ не меняется, разделяя и властвуй. Да, Асланбек, совершенно верно. Салам, друже, салам, салам. Молодець, ми за Ічкерію. Дуже дякую.
я чеченец, говорит, я мусульманин. Для меня уже не важна нация, для меня важен только Аллах. Чеченец. Вы любите переключать меня на эти темы, но зачем ты пишешь чеченец, если ты пишешь, что тебе не важна нация? Ты не чеченец, ты безнациональный человек, понимаешь? Ты не чеченец, тебе же не важно, поэтому не говорите, что вы чеченец. И, пожалуйста, не говорите даже на нашем языке. Выучите себе арабский, который вы, к сожалению, даже не знаете. Вы говорите про религию и даже не знаете язык, на котором написан Коран. Вы сперва выучите язык, покажите, что вы что-то делаете для того, чтобы не просто пустозвоните в комментариях, а реально что-то делаете для того, чтобы изучить свою религию, понять, что там. И если вы поймете, что там написано, то я вас уверяю, вы этот бред писать здесь не будете. Потому что, ну, просто бред вы часто пишете. Привет из Украины, в частности от БШМ. Дайченко, витаю вас, витаю. Так, давайте дальше. Аслан Маршал, Дуделер, Салам Маршал. Хуэль Хасан. Аслан, как ты видишь деоккупацию Ичкерии через Грузию? Подготовленные войска Ичкерии и ее союзников будут или как-то по-другому? Я пока не могу ничего сказать по этому поводу, потому что я не знаю, как это будет. Но для того, чтобы чеченцы предпринимали какие-то шаги для своей деоккупации, нам нужно признание со стороны международного сообщества, в первую очередь Соединенных Штатов Америки. После того, как нас признают субъектом международного права, как мы станем субъектом международного права, тогда мы можем уже объединять наш народ, там какие-то действия предпринимать. Все остальное это не принесет никакой пользы, практической пользы для чеченского народа. Только постгеноцидный народ, который сейчас находится в заложниках у русских оккупантов и их марионеток, это нанесет еще больше вред. Мы должны думать, как по принципу врачей, главное не навредить. Потому что мы постгеноцидный народ. Мы находимся в лапах наших убийц и угнетателей. Поэтому сперва нас должны признать в юридической форме. Мы сделали и так очень много. Ни одна страна, ни один народ не сделал того, даже до сих пор Украина, что сделали чеченский народ, сдерживая 20 лет, маленький, одиночку, маленький чеченский народ, сдерживая 20 лет вот это имперское фашистское образование. Поэтому у нас есть все основания пока залечивать раны, набираться сил, консультировать, помогать, поддерживать Украину. Конечно же, мы делаем одно дело, мы все боремся с империей, мы все заинтересованы, но мы в первую очередь должны, конечно же, сосредоточиться на том, чтобы мобилизовать наши силы и чтобы нас признало мировое сообщество. Все остальное это просто может быть все пущено на ветер просто, на смарку все это может быть спущено, если нас мир не признает, понимаете? Поэтому вот в таком направлении нужно. А чеченцы, кто воюет, например, кто имеет опыт, они могут ехать, они ездят, они консультируют, воюют, помогают, гибнут. У нас уже много погибших наших есть чеченцев в Украине. А так нам нужно мобилизовать все интеллектуальные силы, и, конечно же, и военные силы тоже нам нужно мобилизовать. Но Украина сейчас не делает того, чего бы я бы хотел бы видеть от Украины. Наоборот, Украина себя ведет анти-ичкерийски, анти-чеченски себя ведет. Абсолютно. Это очень неприятно все видеть, ощущать, и меня сдерживают мои соратники, мои товарищи, чтобы я просто девятиэтажным не прошелся по всем разным товарищам, но, видимо, какая-то там заинтересованность есть. Ну, там есть американцы, которым я 100% доверяю то, что они делают. Я знаю, что эти люди, если берутся за что-то, они делают очень качественно и грамотно. Англичане, которым я тоже склонен доверять и верить. Поэтому я считаю, что пока все нормально. Да, Алмула. Да, Алмула. Моша, как мы обретем независимость? Нас же мало для войны. Но
мы обрели независимость, когда развалился Советский Союз. Мы сейчас подходим к этапу, да, к тому, когда будет разваливаться так называемая Российская Федерация. Мы к этой ситуации подходим. И для того, чтобы вот этого развала не произошло, Путин и банда ФСБ пытается разжечь вот этот пожар религиозной вот этой игиловской войны, чтобы все сказали, что, оказывается, главный враг же это же ИГИЛ, а не Россия. С Россией можно договориться и так далее. Поэтому этого не произойдет, да, Аллах. И Россия уже несет поражение. Я очень надеюсь, что россияне перестанут быть просто мясом для вот этих бессмысленных путинских войн, погибать за унитазы Путина с Патрушевым. И мы надеемся, что вот в этой ситуации тогда уже правовым дипломатическим путем мы придем к деоккупации нашей страны. Однозначно. Так, давайте дальше. Валейк салам. Астан, я в первую очередь, когда захожу сюда, салам кидаю. Я потом валейк салам, справедливый человек. Я, может, не увидел салам. Просто здесь много, как ты видишь, людей, которые... Ну и наши, как обычно, хейтеры, которым нужно кормить семьи, 15 рублей каждый их пост, тоже мы все понимаем. Мы, как правозащитники, должны понимать, что у них тоже есть, да, это мерзавцы, негодяи, ну, у них есть дети, им нужно кормить детей, и пусть пишут комментарии, и тем самым раскручивают еще больше наш канал, который сейчас просто на взлете наш канал, как вы видите, каждый день подписывается в среднем 1000-1500 человек. И если так пойдет, мы скоро достигнем миллионных просмотров и подписчиков. Так, уважаемый Аслан, по-моему, вы сильно сгущаете краски. Спецслужбы США прекрасно знали, кто и где будет совершать теракт. Не думаю, что для своих союзников по НАТО они оставят это секретом. То есть в западном обществе не будет убеждения, что к теракту причастна Украина. Но, знаете, дай бог, чтобы это оказалось сгущением с моей стороны красок, но до сих пор... мы не особо сгущали эти краски, я вам скажу. И наконец-то, наверное, уже может все-таки пора понять, что разная дезинформация, которая днем и ночью льется из всех разных утюгов нам, она неоднократно нами разоблачалась, и пора бы уже признать это. Но, знаете, вот вы говорите, США прекрасно знали, кто и где будет совершать теракт. Но мы не знаем, знали ли США, где будут совершать теракт. Мы знаем, что США знала, что будет теракт, и что будет в местах скопления людей. И они предупредили своих граждан, что не посещать места скопления людей, большое скопление людей. Поэтому американцы могли не все знать. Поэтому это вы уже от себя домысливаете. Поэтому давайте исходить из фактов. Это раз. Во-вторых, если американцы говорят, что они сказали, что неотвратимо, неизбежно будет террористический акт, это говорит о том, давайте просто логике придадимся. Смотрите, когда было нападение в 22 году широкомасштабное на Украину, тогда сказали, вероятно, американцы, вероятно, будет неизбежное нападение. Вероятно. Тут они сказали, будет неизбежная террористическая атака. Значит, они знали. Если они так говорят, я полагаю, что они подозревали, что те, кто находится, если это неизбежно, 100% это значит произойдет, то значит
а, те люди, кто контролирует юрисдикцию вот этой территории, вот этого места, они как могут остановить это, да, если это обычные террористы, то американцы сказали бы, вероятно, неизбежна террористическая атака. Потому что решение принимает не только террорист, но и те спецслужбы, которые обязаны контролировать эту территорию. И когда у них появляется информация, они могут вмешаться в планы террористов. Но если американцы сказали, что неизбежно, безвероятно, что неизбежно произойдет террористический акт, в моем понимании, моя логика мне подсказывает, что они имеют в виду, что те, кто контролирует безопасность вот этой территории Российской Федерации или Москвы, то это они стоят за этим террористическим актом. И что они не против того, чтобы вот эти игиловцы провели этот террористический акт. Я так это понимаю. Поэтому американцы могли не знать, в каком месте будет происходить террористический акт. Но то, что происходит, они обязаны были предупредить своих граждан, ну и они сообщили об этом. Об этом я делал ролик, если вы видели. И на второй день были убиты 2 казаха. Как и эти 4 таджиков, которые, по всей видимости, имеют такое опосредственное отношение к этому террористическому акту. Хотя, может быть, и непосредственно и стрелками они были. Это тоже мы не исключаем, потому что слишком много все это запутано и так далее. И сейчас маниакальное желание Патрушева, Путина и этого Бортникова сказать, что за этим террористическим актом стоит Украина, говорит о том, что у них есть какие-то доказательства этому. Конечно же, выдуманные. Я поэтому в самом начале сказал, Россия, Путин, банда ФСБ, Патрушев довели свою политику до государственного терроризма. Понимаете? И обсуждению в моем понимании, в моем видении, всей моей жизни, которую я видел, какие теракты они совершают, как они людей обманывают, дискредитируют, я нисколько не сомневаюсь, что за этим террористическим актом стоит Россия, российские спецслужбы. И Украина не имеет к этому никакого отношения, я в этом 100% убежден. Но то, что они настаивают, что что за этим терактами стоит Украина, российские спецслужбы настаивают, меня заставляет анализировать, что они могут предпринять. И тогда я вспоминаю случай, как они обвиняли взрывы домов в 1999 году. Ведь дом Буйнакский с дагестанскими семьями военнослужащих был взорван для того, чтобы связать с Басаевым этот террористический акт. Потому что зашел туда Басаев и провел спасательную операцию по вызволению дагестанских женщин, детей, которые русские убивали. И если бы в Рязани не были задержаны с поличными 3 террористов, которые оказались ФСБшниками, то, вероятно, вот этот дагестанский взорванный дом смело приписали бы чеченцам, нам, и мы бы уже от этого не отвертелись. Потому что если бы не было задержанных тех ФСБшников, то мы как бы мы доказали бы. Это только, мы говорили, мы и сейчас говорим, и тогда говорили, что мы не причастны. Но этого недостаточно. Если в Дагестане ловятся, взрывается дом, если 2 гражданина России, Крим Шамхалов и второй Декушев, по-моему, которые проходили подготовку в лагере Хатаба, а там проходили все подготовку, кто только туда не приезжал. Там целая группа была выявлена российских спецслужб, агентов российских спецслужб, которые выявляли. А кого не выявили там? Понимаете? Поэтому, возможно, я сгущаю краски. Но пускай я лучше сгущу эти краски, но я предотвращу дискредитацию Украины, как я уже неоднократно это делал, и до сих пор медали от Украины еще не получил. Хотя неоднократно я предотвращал дискредитацию Украины.
К чему они это клонят? К чему клонят? Посмотрим. Но то, что сейчас нам что-то сейчас выведут такое, что-то такое мощное, это должен быть человек, я это понимаю. Это должен быть живой человек, живой свидетель, который должен подтвердить, что да, это его люди были, или же видеосъемка это должна быть. Это такое неопровержимое доказательство должно быть, что вот связан, может быть, рядом с Будановым этот человек где-то тусовался, может, с Зеленским этот человек тусовался. И вот это все может как-то очень нехорошо сказаться. И моя задача лучше сгущать краски, но донести, предотвратить это все. А там посмотрим. Посмотрим. Сгущаю или нет. А почему тогда за Россию вопрос? Не понял. Я считаю, что человек, будь какого вероисповедания, во-первых, должен оставаться человеком. Ваш голос очень мощный, вы очень все умно излагаете. Спасибо, Олег. Украина же признала Ичкерию, она поддерживает Израиль, как и США. Как ты к этому относишься? Да, Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерию оккупированной. Это большой шаг, который сделала Украина. С большому сожалению, Зеленский пока все это там не подписал. И наш президиум в лице Аяда Идигова, президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, пока дипломатические отношения с нами не установлены. Не знаю, с какой целью это делается, но вот пока в таком подвешенном состоянии мы находимся. А так, конечно же, Верховная Рада признала, причем Верховная Рада, которая признавала, там находились слуги народа, которые голосовали за признание оккупации Чеченской Республики Ичкерия и геноцида, сотворенного над чеченским народом. Поэтому к Верховной Раде и к великому украинскому народу у меня претензий нет. У меня есть претензии к некоторым деятелям. И вот к играм, которые там ведут эти украинские спецслужбы, которые я до сих пор никак не могу до конца разобраться. И поэтому у меня возникает желание ругаться очень сильно. Но так все пока отлично. Это я так, на всякий случай, так, чтобы в тонусе их держать, иногда их так. А так я целиком их. Не просто за них, я их. Так, шалом алейхум, все будет Ичкерия. Да, Алмулла, шалом, Ян, шалом. Со сбитым Боингом тоже ФСБшники нашли так называемого украинского летчика, однако мир не поверил. Ну да, вы имеете в виду, когда Гиркин тогда еще, да, сказал птичкопад, там все такое, вот, сбитый Боинг малазийский. Да, конечно, тогда не поверили, но тогда очень, на самом деле, тогда не было подготовки. Тогда они действовали уже экспромт, им нужно было как-то уже заглаживать эту вину. Они не хотели сбивать этот Боинг. Скорее всего, они должны были сбить свой самолет и обвинить в этом Украину. Там много было версий. Но здесь ситуация, она совсем по-другому. Она уже подготовлена, может быть. Понимаете? Вот чего я опасаюсь. Аслан, салам алейкум. Сау за эфир. Интересно и поучительно слушать. Ва алейк салам, Рустам. Спасибо. Так, мы больше часа в эфире. Чеченцы с Израилем навсегда, говорит Гиф. Я думаю, это самое правильное решение, которое могут принять чеченцы, я тебе скажу.
Евреи будут очень хорошими, надежными нам друзьями, в отличие от всех остальных, которые абсолютно ненадежные оказались. Основы участвовали в войне. Почему каждый раз об этом спрашиваете? Что значит участвовал? Сейчас я в данный момент тоже участвую в войне. Нужен модератор. Да, модератор нужен, но так как я объявлен иноагентом, и я не хочу никого подвергать в опасности, я отказался от всех своих модераторов, и у нас здесь наступила свобода слова полная. Я думаю, спецслужбы России предупредили западные, чтобы те, в свою очередь, предупредили своих сограждан, проживающих в России, что будет теракт, но при этом это без лишних подробностей. Ну, я не думаю. Ты слишком хорошо думаешь о российских спецслужбах. Нет, это американцы сказали российским спецслужбам, что у вас будет. И российские спецслужбы, видимо, утечка какая-то произошла, и тогда поэтому были убиты вот эти два казаха. Они отложили это, гражданина Казахстана, которые были убиты 9 марта. И потом вот произошло, отложили на 2 недели, и 22-го произошло вот это нападение на Крокус Сити Холл. Поэтому нет, я так не думаю. Как ты относишься к Израилю, потому что США Украину поддерживает? Так, давайте, Израиль мы обсуждали все. Мы сейчас говорим о террористическом учреждении ФСБ, фашистской России и в Украине, у которой идет война. Аслан, вы разочаровались в чеченском народе за терпение Кадырова и слуг Путина? Роман Сангулашвили, я не понимаю, о чем вы говорите. Причем здесь чеченский народ? О чем вы говорите? Всем привет, слушал Сережа, он призвал собирать средства на дроны и на таджиков. Так, у вас тут так. Казахи поехали в Россию за машинами. Да, была такая информация, что они вообще не причастны были. Как, впрочем, и вот эти таджики, может быть, они вообще не причастны. Где-то они там каким-то образом пристегнуты к этому, но это не основные, скажем так, фигуранты этого дела. Это люди, на которых будут переводиться стрелки. Что думаешь о людях в синих кофтах? Майер, это, конечно, интересное наблюдение, которое я, например, сначала не обратил внимания на это, и сейчас эта информация распространяется. И вот этот человек, который задержанный, ведет вот этого первого, кому ухо отрезали, по-моему, это с ним был вот в маске, и что очень похоже, и нос, и это пока это только предварительно. Я считаю, даже если эти таджики принимали участие в этом преступлении, то, конечно же, без сомнения, и поджог, и все, координация, там, и все остальное, все делалось при помощи российских спецслужб, ФСБ и ГРУ, Главного управления Генерального штаба. В этом я убежден с первых дней просто, с первых минут этого террористического акта. Потому что я лично ожидал этого, я ждал этого. И я давно говорил, здесь в Европе будет террористический акт. И сейчас это может начаться здесь, в Европе. В этом я тоже как бы ожидаю, скажем так. Поэтому для меня нового ничего нет. И вот это видео, где вот они в синих кофтах, закрыть двери. Вначале я не придал значению, когда он говорит, закройте двери, вот этот в синей кофте, который один дает команду, и тот кричит, закройте двери там. С одной стороны, мне показалось, что закрываются двери, чтобы другие террористы там не зашли, там, третье, десятое. Но если у тебя уже внутри есть террористы, которые внизу стреляют, убивают людей, ну, как минимум, нелогично говорить, закрой дверь. Наоборот, нужно говорить, выходите, уходите, разбегайтесь. Потому что не надо закрываться. И что потом последовало с этим залом, оказывается, поджог именно в этом зале произошел. Мы вначале не могли понять, я не мог понять, где пожар. Оказывается, они зашли и подпалили. Но мне кажется, подпалили они
не только вот сиденья, там, стены, они говорят, облили, там, бутылки у них с бензином, соляркой, с чем-то были. Но еще что-то было, потому что пожар так быстро разгорелся, и при всем при том, что там есть и специальные средства пожаротушения, специальные роботизированные средства пожаротушения. Несмотря на это, такой пожар был. Поэтому я убежден, я еще, пока у меня нету ни одного аргумента, который меня бы мою уверенность в том пошатнул по поводу того, что в этом непосредственно контролировали, курировались, помогали, все делали российские спецслужбы. Я в этом абсолютно убежден. Как-то так, да. И поэтому вот эти в синих рубахах я тоже допускаю, что они какое-то отношение могли иметь. Но опять же, мы еще должны понимать, друзья, вы тоже должны понимать, что как делают российские спецслужбы. Если они не могут опровергнуть истину, они закидывают массу разных теорий, чтобы запутать вас. Поэтому эти и такие вещи, которые могут, конспирологические вещи, которые могут запутать обычного обывателя, обычного зрителя, чтобы он сказал, да, и эти врут, и все это непонятно, и тут я сомневаюсь, что это сделали ФСБ. Поэтому мы тоже должны очень аккуратно подходить, потому что вот этот в маске парень, который тут сидит и потом ведет этого подозреваемого, его можно потом пробить, потом выяснится, что это какой-нибудь добропорядочный семьянин на самом деле. И тогда выяснится, что все это мы тут зазря обвиняли ФСБ. Поэтому если мы в чем-то подозреваем, в чем-то обвиняем, то мы это должны делать очень аккуратно и очень осторожно. Очень аккуратно и очень осторожно. Чтобы не попасться в их трюки. Понимаете, да, что я хочу сказать? Что я имею в виду? Сегодня смотрел видео, это тип синяков, который на входе сидел, записал, он в своей фирме работает. У того, кто ухо резал, у него борода есть, за 2 часа она бы не выросла. Ну, вот я сейчас не знаю, Муртало, ты вообще, ты, короче, в минусе, да. Евреи, у вас ничего не выйдет. Так, ладно, забудут так же, как и Рязанский сад. Забудут так же, как и Рязанский. А кто с них спросит? С Путина никто, когда помрет, может узнать. А может и нет. Даже сталинские делишки некоторые засекречат. Конечно, да. Именно так. Как думаете, появится ли видео с видеокамер видеонаблюдения? Конечно, Майер. Я думаю, что вот закрытые лица вот этих террористов, которые нам показали, вот несколько, и там горло режет лежащему ранее, это ужас просто. И я боюсь, что все-таки на этих лицах мы увидим вот этих, кого реально сейчас задержали. И в этом куске, вот в этом моменте они оказаться могли, потому что поджог, другие убийства, это могли делать другие люди, другие группы, а здесь, может быть, оказаться именно эти люди. И также я думаю, что видеосъемки не могут не быть. Не могут не быть. Они 100% есть у следствия. И это будет таким железобетонным доказательством разбить все наши версии, которые мы тут конспирологические строим, некоторые там в синей кофте, там они могут подыгрывать, вот эти синие кофты, одеты, вот эта маска, ведет, третье, десятое. Это все может быть отвлечение внимания, чтобы нас всех запутать и сказать, вот видите, это они много раз так делали, я это говорю, исходя из опыта. Поэтому мы не должны вестись на все вбросы
которые они закидывают, мы должны очень аккуратно, очень разборчиво к этому ко всему подходить. Очень аккуратно. Потому что потом они нас выставят дураками. Скажут, ну вот смотрите, вы же верили там в синюю кофту. Потом человек в пузе, например, вот этот, который сидит, парень, в пузе у него якобы здесь бронежилет, говорят. Ну, мне показалось, это просто пузом. Я видел людей в бронежилете, я и так всяк видел. Но мне показалось, это просто пузо. И вот эти вещи, они могут наталкивать. Хотя что-то определенно и правда в этом тоже, конечно же, тоже может быть. Поэтому посмотрим, друзья. Будем наблюдать. Не спешите просто, не делайте координат. Зафиксируйте для себя, что никто бы не ушел бы из этого Крокус Сити Холл, если бы это не было спланировано российскими спецслужбами. Никто бы не ушел оттуда. Они бы их там блокировали бы, там бы была перестрелка, бы там убили. Нужно было, чтобы они вышли оттуда и поехали в сторону Украины. Если они дали выйти и дали поехать в сторону Украины, мы видим, что для России, для Путина, для Патрушева главное обвинить Украину. Вот они на этом зациклились. И мы должны исходить вот из этой позиции. Если они говорят, что они ехали в сторону Украины, мы должны понимать, что их специально выпустили. Если их специально выпустили оттуда, то мы должны понимать, что российские спецслужбы, которых выпускали оттуда, знали, что они поедут в сторону Украины. Понимаете? Если они знали, значит, или они их туда направили, да, или они по каким-то другим причинам знали, что они едут в сторону Украины. Это нужно было вот связать с Украиной. И что вот сейчас они пересекают границу, их встречают как героев, нам сообщает Бортников, террорист Бортников. Это тоже о многом говорит. Это говорит о том, что в Украине сейчас найдется лицо. Если вот сейчас я это говорю, это может быть собьет эту волну по какой-то причине. Может этот человек не объявится сейчас, потому что мы сейчас сбиваем эту волну. Но я боюсь, что может появиться видеозапись, человек, какие-то другие признаки, которые подтвердят слова Бортникова, что как только вот эти люди должны были пересечь, что их там чуть ли не с почестями встречают. Поэтому мы должны быть готовы ко всему, друзья. Ехали на Беларусь. Да, говорят, ехали на Беларусь. Но потом дополняется, что они ехали на Беларусь, потому что проехали поворот, и оказывается, вот следующий поворот он на Украину должен был быть там, и так далее, и так далее. Но все, что бы там они ни говорили, я абсолютно 100% убежден, что в Украине Украина это не делала и не сделала, потому что это самоубийство. Если человек, который это сделал на территории Украины, он мог это сделать только для России, для русских, во вред Украине. Ни один здравомыслящий украинец, ни один офицер, ни один чиновник никогда на это не мог бы пойти, потому что здесь нету ни одного плюса для Украины, ни малейшего плюса для Украины. Только сплошной минус для Украины. Как вот, взрывы домов в 99-м, нам это не нужно было, напрочь обвинили в этом нас и потопили нас в крови. Мир отвернулся от нас, мир перестал нас поддерживать, и нас начали топить в крови. Массово, без разбора, при помощи вот этого Запада, при помощи Украины, которая тоже поверила в эту всю пропаганду, выдавала наших бойцов, принимали украинские участники в войне против нас. Всего мира, скажем так. Весь мир от нас отвернулся. Вот я не хочу, чтобы это произошло с Украиной. Даже если это произойдет, конечно, Россия не выиграет. Рано или поздно путинский режим будет осужден, наказан. Но я не хочу, чтобы Украина, за которую я с первых дней, до начала даже вторжения 2014 года, я знал, что будет вторжение, и предупреждал украинцев. На вас будет вторжение, нападение у вас будет. Потому что еще в 2013 году некоторые представители российской военной разведки возили оружие, создавали криминогенную обстановку, совершали заказные убийства. И я получал кое-какую информацию, и я видел, что 100% сейчас нагнетается ситуация против Украины. Этот Гоблин, Аксенов, мэр, или кто он там сейчас, глава этого Крыма и так далее, когда он еще бандюгом был, когда он
занимался там заказными убийствами, ну, не сам убивал, а раздавал заказы на заказные убийства. И разная вот эта информация, как правозащитнику, юристу, как чеченцу, у меня не поступала в Москве еще. И я об этом говорил. Говорил, распространял информацию, но не до конца верили, скорее вообще не верили, вообще не верили. А теперь те, кто тогда поддерживал Россию, русский мир, пытаются меня обвинить в работе, там, я не знаю, анти какой-то работе. Да. Так, друзья, давайте еще комментарии читаем. Сколько мы еще в эфире? Еще полчасика посижу с вами, друзья, и мне нужно тоже бежать. Кто вкинул эту информацию, что они вышли из здания и садились в машину? Не знаю. Аса, я уже в ТикТок видел, один идиот рассказывает, что это Израиль сделал в честь своего праздника. Украинцев тоже обвинили, осталось обвинить чеченцев, операция номер 2, Рязанский сахар. Да, конечно, Ян Монозон, первые вбросы тоже были про евреев, что какой-то там спецназ приехал. Как в Москву оказался спецназ ненавистного Израиля, целый спецназ, который разгуливает, там, убивает, там, 3 бред, конечно. Но я думаю, что будет сейчас уверенность вот этих террористов, Патрушева, Бортникова и Путина, что это сделала Украина, говорит о том, что сейчас, может быть, это будет очень слабая карта. Она будет, скорее всего, слабая, лживая, сфабрикованная карта, она всегда слабая. На первый взгляд она может показаться сильной, а если ее потом начать со всех сторон изучать, она всегда оказывается слабой. Но то, что они сейчас так уверенно говорят, то говорит о том, что какой-то козырь они сейчас будут нам предъявлять. Как что-то они нам будут предъявлять. Но я думаю, что ничего у них не получится. Сказали, что попросили перегнать машину. Ну, этого я не знаю. А перегнать машину или не перегнать, этого я не знаю. Все, что исходит от российских блогеров, там, таких как Курбановый, Мурбановый, там разные все, их вообще им не верьте. Они отрабатывают свою линию. Они сейчас будут вбрасывать вбросы, что это там какая-то постановка, синие рубашки, синие кофты, там белые кофты, третье, десятое. Им вообще не верьте. Постарайтесь отстраниться от всего, от того, что говорят российские пропагандисты, российские блогеры, а Курбанов, как его зовут, Руслан, по-моему, это матерый просто КГБшник, это матерый просто пропагандист, извиняюсь. И вот этот человек, то, что он вбрасывает, он ничего не вбросит без разрешения, без ведома, понимаете? Поэтому если все обвиняют таджиков, что они виноваты, российские следственные органы обвиняют таджиков, а тут Курбан уходит и говорит, что они нет, они просто там машину перегоняют. Это говорит о том, что он хочет завоевать ваше доверие, ваше внимание, тем, чтобы сказать, что эти таджики не виноваты, и потом уже воспользоваться вашим доверием и вбросить какой-нибудь нарратив. В том числе, может быть, и ложные, и отчасти и правдивые. Поэтому лучше от них я стараюсь их вообще не слушать. Да, слушаю, беру во внимание, но никогда, всегда отношусь очень критически к их высказываниям, любым их высказываниям. Но полезно иногда знать, о чем они говорят, чтобы посмотреть, в какую сторону они гнут линию, чтобы было понятно. Спасибо, Анна, спасибо за подарки. Спасибо. Так. Dere escuela ma sera vuelvo a dar esto.
Каждый день Россия убивает в Украине ракетами больше, чем Крокус-Сити. Да, Ришат, я полностью согласен. И дело ведь не в том, не в количестве даже. И мирные люди погибают, конечно же. Причем уже каждый день. Сейчас за 2 года, за сколько, за последние 20 лет, первый раз вот такой масштабный, с таким количеством людей, убитых, мирных, невинных людей. И, конечно же, это большая трагедия. И это плохо, это плохо. Но дело в том, что это не просто террористический акт. Это далеко идущие планы, это спусковой крючок, запущенный механизм. Сейчас Россия погрузится в хаос просто. Отмена моратория на смертную казнь. Массовые расстрелы, значит, скоро начнутся. Через месяц, год, полгода, 3 месяца, когда они отменят мораторий на смертную казнь. Это всеобщая мобилизация. Вот сейчас 1 апреля будет. Это общее запугивание населения. Общее запугивание. Это террористические акты в Европе, которые могут быть происходить, понимаете, под видом ИГИЛ, и что вот Путин страдает от ИГИЛ, Россия страдает, и вот Европа страдает. И что Украину обвинить, вот мы видим, главное, что за что эти мерзавцы зацепились, обвинить в этом Украину. И это все очень важно. Это очень-очень важно нам, поэтому. А так, конечно, каждый день погибаю. Я искренне соболезную всем гражданам Украины, которые гибнут, получают ранения, родственникам, кто погибает, тем, кто получает ранения. Это, конечно, это страшно, то, что происходит. И мне, как чеченцу, это очень-очень знакомо. Очень знакомо. Но, опять же, это война, это очень страшная война. Мы имеем дело с системой, с учреждением, с людьми, я их не могу назвать этими мерзавцами, подонками, которые не имеют ничего человеческого, абсолютно. У сильного всегда бессильно виноват. Да. Ришат Баталов, вы спрашиваете, ФСБ, вы здесь, шайтаны? Ришат, я могу сказать за них, что они здесь, не волнуйся, но только и всех предупреждаю, друзья, из России, у меня очень много людей смотрят в России, хотя мой канал запрещен на территории, YouTube канал запрещен на территории фашистской России. Сейчас нас около 1000 человек смотрят в YouTube и около 150-160 смотрят в TikTok. Друзья, ваша безопасность в ваших руках. Пожалуйста, не пишите, где вы находитесь, не сообщайте никакой информации, которая может как-либо вас идентифицировать. Будьте осторожны. Так. Салам всем свободным людям. Салам, Эд. Салам, дорогой. Слава Аллаху, я не Россия. Отлично, Риша. Тогда отлично. Тогда я за тебя не волнуюсь. Что скажете потом? Основная часть молодежи нет живых. Вы о чем, Вазир? О чем вы говорите? Не могу понять. Не могу понять, о чем это вы? Не могу понять, не могу понять. Цель орков сдохнуть. Да, если бы просто сдохнуть, у них была бы такая цель. Да, не так-то цель у них нас убить. Это да. Нас убить они хотят очень сильно. Но, увы и ах, ничего у них не получится. Ва алейкум ассалам, горец, машуаль.
Горец, и я тебя туда не вешал, поэтому тряпки там нет. Как только я тебя туда повешу, там будет висеть тряпка. Но пока я тебя не вешал туда. Так, очень жаль, что во главе Ичкерии стоят люди, не подобные Нева, а путлеровские прихвостни. Агиль Мамедов, дорогой мой, во главе Ичкерии стоят люди, подобные мне и 1000 раз лучше меня. Это наш президиум правительства в лице Аллы Дудаевой, Аяда Идигова и других наших людей. А то, что вы говорите, путлеровские прихвостни, это оккупированная Чеченская республика Ичкерия, и там находятся коллаборанты и предатели своего народа. Вот кто там находится. Поэтому с Ичкерией все нормально. Она как была в надежных руках, она находится в надежных руках. То есть спасибо вам за тот комментарий. Но именно так, да. Россияне, мусульмане России, вы верите, что мусульмане сделали вопрос вам прямой? Ну, многие не понимают, Ришат, многие не понимают. Выпей водки, говорит Максим. Рамадан у нас, Максим. А что ты мне предлагаешь такое? У нас Рамадан, я же мусульманин. Кто не понял, это просто флаг. Не бери без... Так, смотрите, это все отвлекающие моменты, друзья. Флаг Америки там будет висеть ровно до тех пор, пока я тут сижу, и там висит мой ичкерийский флаг. Понятно вам? Поэтому все мимо, кто не хочет, пошли вон, да он. Кому не нравится, пошли вон, да он. Я думаю, проблема Украины не только в том, что они не применяли закон о люстрации и полиграф. Все так и работает со времен СССР. Их дети. Обрати внимание на Эстонию, Латвию, Литву. Закон работает. Да, это, да. Да, к сожалению, да. Если Рамадан, зачем ты хочешь войны? Максим Сысоев, о чем ты говоришь? Кто хочет войны? Я председатель правозащитной организации. Я за мир выступаю. Понимаешь? Только за мир. Но я за то, чтобы террористы были наказаны. Фашисты, имперцы были наказаны. Потому что если не остановить, будут новые и новые преступления. Вот о чем я говорю. А так, о чем ты, какая война? Я самый миролюбивый человек. Я думаю, так это было. Боже, храни Америку, говорит Аргон Басинтин. Амин, амин. О, Аллах, благослови Америку. Я такой. Так. Так. Скажи им, Чус, почему вы не требуете наказания американского? За что американского? За то, что они не дали уничтожить весь мой чеченский народ русским террористам. За это мне требовать их наказать? Да? За что мне требовать? А? Так, друзья, я думаю, нам уже пора заканчивать наш стрим. Хотя я еще с вами посижу. Нас смотрит 1330 человек, 139 в ТикТок и 1330 в YouTube. Так, Аслан, ты меня забанил? Нет, я тебя не забанил. Пока нет.
Так, так. Так, так, так. Сидим до утра все дружно. Да, Акраман, до утра не обещаю, но у меня еще есть 45 минут, может, да? А потом вы можете созерцать, как я поглощаю еду. Да. Какого же мира вы хотите, если не хотите с соседями в мире жить? Анти... Или как там, Титан, АИ Титан, ты кому это обращаешься? Ты ко мне или к русским обращаешься? Если к русским, то по адресу. Если ко мне, то это точно не по адресу. Вы за кого бы голосовали в Америке? Я бы голосовал бы за Америку. Мне без разницы. Это сугубо внутренние американские дела, пусть они сами решают. Я за Америку, которая должна нам помочь признать нашу независимую, суверенную Чеченскую республику Ичкерия и помочь нам установить все ветви власти, провести выборы, выборы президента и парламента. Референдум не надо нам. Мы референдум уже проводили. Все, спасибо. Да. Так. А как ты думаешь, почему таджикская община молчит? Их немало в ФРФ. Таджикская община, Эд, я скажу, один раз я был как-то на конференции в независимом центре, в независимом, как-то он назывался, информационном центре. Он находится на Остоженке, где-то вот в этом районе находится. И там как-то мы собрались, там как раз было убийство одного футбольного болельщика, и его убил чеченец. И мы вот занимались, и там как раз и всплыл вопрос по поводу дискриминации, ксенофобии. Тогда очень много убивали таджиков, узбеков. В Москве были разные банды, которые их убивали. И был представитель таджикской диаспоры. И я просто вышел и оттуда и ушел после того, как этот представитель таджикской диаспоры выступил. Он так лизал пятки русским, он говорил, что вы наши старшие братья, мы там это, причем на таком отвратительном русском языке, и так лизал откровенно, что вот эти русские, которые там сидели, а там были представители русского национального, вот этого националистского движения, с которыми у нас была конфронтация, я выступал в качестве адвоката одного, вернее, того, кого обвиняли в убийстве, я выступал адвокатом. И как бы я у них там был самым ненавистным человеком. И вот этот сидел, и он так лизал пятки просто. И я хочу сказать, что таджики за все это время, имея огромные колоссальные ресурсы, деньги, людей в огромном количестве, так и не организовались, так и не стали силой какой-то, не какой-то из себя представляющей. Ну вот ничего они не добились, вот, по большому счету. Да, кто-то деньги зарабатывает, кто-то... Самое большое достижение вот этих представителей и разных вот этих народов, которые туда из бывшего СССР туда приезжают, их большая защита походить на русских или же максимум на чеченцев. Длинные волосы, бороды там, чтобы типа россияне, вот так они раствориться. Никто за свои права, никто там не борется. И сейчас огромнейшая просто диаспора и таджиков, и не только таджиков, это не только таджиков касается, ну и что они оказались таджиками, эти ребята, которых сейчас обвиняют. Там киргизы, узбеки, таджики, кавказцы, русские, все должны в этом подниматься, все должны говорить. Нет, просто попрятались по норам, никто. Выйдите, миллион таджиков, выйдите, вашим людям уши отрезают. Там, придите в суд просто станьте просто единым порывом, станьте. Нет, тишина.
Тишина. Тишина, да. Ришат Баталов, вы знаете Костецкого шейха из Турции? Я не знаю, что это за шейх, ни Костецкий, ни Сосветлинский, никакие, ни шейхи. Да, я знаю, вот я вижу то, что вы показываете. Это люди, которые, да, я их знаю, абсолютно никакого отношения не имею к ним. И призываю всех чеченцев сторониться вот этих проповедников, всех вот этих проповедников, которые там нам рассказывают разные эти сказки. Есть две нации, населения, у которых независимость крови — это чеченцы и лезгины, сказал Джохар Дудаев. Ну, я первый раз слышу это выражение, конечно, Майер. И, ну, первый раз. Я тоже не рад таджикской диаспоре и в общем народом. Ну, народ мы не будем обвинять, но то, что таджики могли бы больше организоваться, это совсем, конечно же. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Так. Так, друзья, есть видео, где ухо отрезают? Есть, татарин, есть. Это видео есть. Оно везде удаляется. Есть, конечно. Есть. Отрезает и в рот сует ему. И жри, я тебе там это сделаю, то сделаю. Отрезает. Да, конечно, есть. Мы же не выдумываем, тут сидим. Так. Олег Бавик. Олег, если бы ты висел там висели бы тряпки. А так там висят супер крутые два флага, понимаешь? Тебя там нет, поэтому тряпок там нет. Да. Для чего ухо было отрезать? Ну, это программа по запугиванию населения, мне кажется. Если мы делаем, смотрите, вот с этими, то вас тоже, ну, это на новый уровень. Это как бы все это и в 1000 раз хуже русские спецслужбы и русские садисты это делают. Но сейчас это просто демонстративно показывает, что вот мы выходим на новый уровень, и мы открыто будем вам отрезать уши. Уши, руки, ноги. Пока друг друга виним, ковыряем, то будет уходить недружно. Нас много, но мы как пена в океане. А христиане управляют нами, нашими деньгами. Рашид Баталов, ты тоже вот из этой, да, оперы тоже христиане, там не христиане.
Это все туфта полная, да, полнейшая. Нету того, что ты говоришь. Это все обман, фейк. Не знаю, умышленно ты это делаешь или нет, но это фейк. Так, где у нас? Ты прав, они должны начать и все остальные поддержать. Казахи, киргизы, узбеки, Кавказ. Неужели они не понимают, что земляки ни при чем? Даже если при чем, нельзя так издеваться. Конечно, конечно, это совершенно верно. Я тут пропустил твой комментарий. И смотри, какая польза от троллей. И тебе пишет очень оскорбительной форме угроза и твоей матери, и тебе пишет один чувак, Сергей Захаров. И я вижу, ага, значит, Эд написал какой-то комментарий, вернулся и прочитал твой комментарий. Хоть какая-то польза от этих чуваков. Так, нам сенсей пожаловал. Машу сенсей. Машу Авигаду. Вопрос, что ты думаешь насчет разногласий между Ингушетией и Осетией? Рут, я думаю, что это искусственно созданный конфликт между осетинами и ингушами. Я это много раз говорил. За этим стоит Россия, российские спецслужбы, понимаешь? И это делается специально, натравливают ингушей на осетин, а осетин на ингушей. Враг у обоих. Тот, кто сжигал детей в Беслане из огнеметов и расстреливал танками, и тех, кто убивал осетинских, ингушских женщин, детей в 92 году. Кстати говоря, в 92 году, когда Россия творила геноцид ингушского народа в 92 году, в школе Беслане, в этой школе номер 1 или 2, как она называлась, 1, по-моему, там содержались ингушские люди, которых пытали и убивали в этой школе. Понимаете, когда-то это происходило. И со всем этим, и тогда Россия стояла при помощи осетин. И сейчас Россия стояла, уже убивая осетинских женщин, детей расстреливая из огнеметов и танков. Школу, где битком набита детьми и так далее. Поэтому вот так я отношусь. Мы должны не разделяться, а объединяться. И мы не должны вестись на русскую пропаганду и разделяться и так далее. Кремль и Лубянка. И русский империализм. Русские, которые не больны империализмом, не больны вот этой высокошовинистической идеей, человека ненавистнической своей, вот этой русским империализмом, идеей русизма, эти люди тоже не являются для нас противниками и нашими оппонентами. Нормальный, демократически настроенный русский человек является нашим естественным союзником. Но любой имперец, как и Лубянка, как и Кремль, являются, конечно же, врагом для свободных людей, для нас, для всех. Как-то так. У вас что с микрофоном? У вас что с микрофоном? Хрипит, да? Ну, я извиняюсь. Эти оскорбления в мой адрес — это комплимент, я принимаю их как награду. Да, это только так можно к этому относиться. Было бы плохо, если бы вот эти империалисты, фашисты, еще бы они нас хвалили бы. Это было бы вообще беда. Кремлеботов набежала, значит, хороший канал, надо подписаться. Яна, совершенно верно, подписывайтесь. Наш канал сейчас, хоть и запрещен на территории фашистской России, сейчас прорвал информационную блокаду
Нас сколько там жалоб было, сейчас мы растем семимильными шагами. Хотя долго нас они давили со всех сторон. Как меня лично, имеется в виду, там, ложью и пропагандой, так и наш канал всякими своими хакерскими вот этими штучками там и своими выкрутасами. Но все течет, все меняется. Все течет, все меняется. Так, друзья, я на этом свой сегодняшний стрим закончу. Всем здравым братьям, как духовно, так и физически. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Слава Украине! И витаю вильных людей. Марина, всех, друзья, я вас приветствую. Сегодняшний свой стрим я заканчиваю. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Завтра на чеченском языке у нас выйдет стрим. Да, в среду. Завтра у нас среда. Выйдем в стрим на чеченском языке в это же время по Берлину, ориентировочно в 16 по Берлину. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине! О Аллах, благослови Америку. Адикюэль Маш Всего хорошего, друзья. До свидания.